иншаллах, сегодня будем говорить о закате. Сегодня мы живем месяц Рамадан. Из-за этого будет хорошо, приятно, если мы будем знать о закате. То есть у нас ислам, буньян ислам, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ислам основан на 5 столбах. У нас шахада, алла иляха иллаллах, свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, субханаху ва тааля, ва анна Мухаммада Расулуллах, и что Мухаммад его посланник и раб Аллаха, ва икам ис-салат, и совершение намаза, ва ида и закат, и отдача или оплатить, или выдача заката. То есть мы многие знаем, слышим, этот хадис всем известный, но многие не любят эту тему. Особенно богатые, потому что вопрос заката всегда адресован богатым. Намаз читать проблем нету, а закат давать проблем бывает. Почему это? Что значит давать закат? Кто должен дать закат? Сколько должен дать закат? Кому? Должно и суть, смысл заката. И какой грех берет на себя тот, который не отдает закат. Об этом, иншаллах, постараемся сегодня поговорить. Закат. Закат, первый вопрос. Что такое закат? Это определенная часть, если от имущества, да, если деньги, если от бизнеса, от домашнего животного, который выделяет и должен отдать мусульманин в течение года, то есть после лунного года, когда проходит год, если человек имеет определенный процент, определенное количество денег, капитал, после лунного года он отдает определенной категории людей часть этого имущества. Для чего был предписан закат? Что означает суть, смысл заката? Или это ущемление, удушение собственного имущества или капитала мусульманина? То есть некоторые понимают это, что ислам не разрешает владеть мусульманину собственными деньгами, он должен давать, то есть подходит как налогом, скажем, что человек, этот ислам хочет изымать или ограничить или уменьшить богатство мусульман. Это не так, совсем не так, потому что знающий Аллах субханаху ва тааля, который предписал этот закат, и ученые это объясняют так. Свидетельство, которое мы начали с этого, да, 5 столбов. Первый столб это свидетельство ля иляха иллаллах. Когда мусульманин приводит это свидетельство, то есть свидетельство под собой имеет смысл, что нет божества. То есть мы не любим, мы не признаем, мы не боимся, мы не следуем, кроме как словом Аллаха. То есть свидетельство, любое, как любое слово, если это свидетельство имеет под собой глубокий смысл. То есть мы признаем одного. Мы одного Аллаха субхану тааля не подчиняемся, не слушаемся, не любим и не боимся, кроме Аллаха субхану тааля. Эти слова мы должны, как и любые другие слова, доказать. И доказательство, первое доказательство от мусульманина требуется этот намаз. То есть человек, когда говорит, я свидетельствую, Аллах его обязал, тогда он докажи. Доказали мы, прочитая намаз. Если мы доказали, прочитали намаз, у нас идет следующий этап, следующее испытание. Если мы правы, если мы искренне сказали это слово, если мы действительно засвидетельствовали, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха субхану тааля, идет следующий этап, это закат. То есть по-другому, если сказать, если мы, когда читаем намаз ничего не стоит, деньги не стоят, но сразу идет следующий этот приказ. И сейчас, когда мы посмотрим на Коран, очень удивительная постановка или схождение этих слов. «Ва акиму салат, ва ату закат». Читайте намаз, совершайте намаз и выдавайте закат. В то время, когда мы говорили о столпах, сказали «Шахад алла иляха иллаллах», после этого намаз, после этого пост, после этого закат. Но в Коране всегда закат связан с намазом. Почему? Намаз прочитали, выдавайте закат. Ученые говорят,
человек, когда говорит Аллаху, то есть выражает свое подчинение, повиновение Аллаху с намазом Аллаху, то он должен также отдать долг рабов Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он, когда отдает долг Аллаха, он обязан отдать долг рабов Аллаха Субхану ва Тааля. То есть нету выше, нету лучше. После отдачи долга Аллаха, это намаз, человеку, рабу Аллаха, нету лучше и выше, чем отдать долг рабов Аллаха Субхану ва Тааля. То есть у нас, когда мы читаем намаз, когда мы поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, мы говорим: о Аллах, мы засвидетельствовали, мы подчиняемся, мы повинуемся. И сразу же идет второй экзамен, второе испытание. Тогда отдавайте какую-то мизерную часть, год, если у тебя этот капитал остается, своим же рабам, то есть своим же братьям, рабам Аллаха Субхану ва Тааля. Из-за этого ученые говорят, первое, это доказательство, когда человек говорит, что я признаю тебя, Господи, я признаю тебя Аллаха Господом, признаю, что Мухаммад, он посланник Аллаха. Это свидетельство включает, то есть необходимое условие этого свидетельства, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. И человек, который действительно полюбил Аллаха Субхану ва Тааля, должен показать или доказать это. И Аллах Субхану ва Тааля делал это капитал, это имущество, как говорят ученые, шакика рух, то есть родной брат твоей души. То есть деньги и дуня, и то, что связано с дуня, человек любит. Скупость или жадность у человека есть в сердце или в крови, в душе. И когда мы говорим, что любим Аллаха, засвидетельствуем, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Аллах сразу дал нам первое испытание. И очень, скажем, не жесткое, но нелегкое испытание. Намаз прочитали и закат отдавай. И вот здесь идет уже, как сказать, материальное доказательство, скажем, вещественное доказательство, что ты одолел себя, превозошел себя, перешагнул себя и то, что ты любишь ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть доказательство, что ты любишь Аллаха и что ты искренен в своих словах, когда засвидетельствовал, то это закат. Как Ибн Хаджар говорит, первое, после тавхида, конечно, он не от себя, это говорит, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал Муаза в Йемен и говорит: фад'ухум, ты призывай их, анешхаду ан ла иляха илля, единственное, поклонение одному Богу Субхану ва Тааля, призывай их к единобожию. Фаинхум атау лидалик, если они признают это, если они последуют за этим, фа'алимхум, дай им, что Аллах обязал их 5 намазами. Фаинхум атау лидалик, после этого дай знать им, что Аллах обязал их закатом. То есть, субханаллах, если посмотрим поглубже, мы удивимся, какая интересная постановка. Говорить, любой из нас может говорить что угодно. Язык, как говорит, без костей. Но доказать искренность не могут многие. Из-за этого после намаза сразу стоит закат. То есть, что может раб Аллаха делать больше всего на этой земле после единобожия и после поклонения одному Аллаху, это максимально быть полезным рабам Аллаха Субхану ва Тааля. Это первый суть заката, это хуб, то есть доказательство любви. Не на словах, не опускать голову на руку и на суджуде, а взять, засунуть руку в карман и отдать то, что ты любишь больше всего. И сам Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Инна Аллах штара». И этот Аллах Субхану ва Тааля купил у верующих их души и их имущество. «Инна Аллах штара миналь му'минина амвалахум, анфусахум ва амвалахум», пообещав им взамен этого рай. И наши души, и наше имущество, все принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Это от Аллаха и к Аллаху. Только нам это дано на хранение, посмотреть, испытание, что мы делаем, что мы будем делать и как будем себя вести. И первый приказ, как мы сказали, намаз, второй приказ закат.
что если мы сделаем это, тогда это вещественное, скажем, да, доказательство, что мы не только говорим, но мы и делаем. С делом можно доказать. С делом можно показать, насколько истинный мусульманин говорит свою шагаду. Это первая суть. Второй, то есть очищение. Очищение этой души. Очищение. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваман юка шухха нафси». Преуспел, победил тот, который будет защищен от своей скупости. Скупость, жадность, свой этот я, любить себя побольше, себе у нас в крови. У нас это есть. И тот, который одолеет, тот, который победил, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Преуспели те, преуспел тот, который был защищен или будет защищен от скупости своей. И когда человек дает закат, когда он отдает, он любит, он хочет, это его. Это его. Но он берет и знает, это не его душа, не его тело, не его имущество, не его, это Аллаха. Это испытание Аллаха. Богатство – испытание, бедность – испытание, здоровье – испытание, болезни – испытание. И для того, чтобы Аллах дает кому-то посмотреть, лияблювакум айюкум ахсану амаля. Кто из вас поведет себя наилучшим образом? Кто из вас будет вести себя, как Аллах Субхану ва Тааля это повелел? Второе – это очищение. Очищение от имущества, которое у тебя остается. Даже прямой смысл арабского слова «закат» переводит как «нама». Это увеличение. Увеличение – это что? Аллах дает тебе баракат от оставшего этого имущества. И даже сказано «нама» вот и очищение. Очищается, начиная с твоей души, как Ибн Хаджар это говорит, очищается душа и очищается остальной твой капитал, который быть может, сколько, да. А сейчас мы же знаем, сколько у нас это быть может очень большой. Туда вошло харамное, там туда вошло сомнительное. То есть, давая закат, ты очищаешь свой остаток своего имущества, и до этого очищаешь свою эту грязную, черную душу, когда ты видишь, что такой же раб Аллаха, как ты, Аллах испытал его бедностью, Аллах испытал тебя богатством, и Аллах приказал тебе дать ему. Один день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидит в тени Кааба. Абу Зар этот хадис передает и говорит, «Вараббиль Кааба, клянусь хозяином этой Каабы, то есть клянусь Аллахом, хумуль ахсарун». Они проиграли, они потеряли, проиграли, потеряли, или хасир, это тот, который потерял все, убытки, поражение, судный день, то есть пропавшие, проигравшие. Хасир, хумуль ахсар, это намного проигравшие. И Абу Зар, услышав это, спрашивает, а кто они? То есть самые худшие судный день. Они аль-актаруна, богатые в дуня, вот это дуня, аль-акаруна, бедный судный день. Богатые, бедные, богатые здесь, бедные там. Кроме, говорит пророк, те, которые давали так, указывать с рукой, направо, налево и сзади. То есть со всех сторон раздавали. Потому что, еще раз говорим, это богатство и это бедность, это все по велению Аллаха. Аллаху было угодно сегодня тебе дать, завтра от тебя забрать. Это Аллаха дело и Аллаха приказ. И когда человек выполняет это, это очень трудный, скажем, для нафса, для души. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Ла факра ахафу алейкум». Я не боюсь за вас, что вы станете бедными. Бедности не боюсь. Боюсь богатства. Придет вам это богатство, придет вам это дунья, и вы будете стремиться скачать за ним и погубить вас так, как погубил тех, которые были до вас. Пророк не боялся бедности, боялся богатства. Почему? Потому что если мы посмотрим вокруг нас или на себя, когда ты бедный, хочешь, не хочешь, ты просишь Аллаха. И мы каждый раз на уроке приводим этот пример. Если бы мы здесь сидящие, даже здесь, если подумали бы, если бы мы были миллиардерами, половина из нас были уже заняты своими миллиардами.
а половина, если бы пришли на джум'а, были заняты с разумом, у них голова где-то, хотя тело может быть здесь. Вот из-за этого посмотрите, послушайте, подумайте. Иногда это бедность, или это благо этому рабу, чем богатство. У Аллаха есть, и Аллах говорит, у меня есть, и я даю. Аллах в хадисе Кудси говорит, анфик, раздавай, расходуй то, что я тебе, унфик алей, я дам тебе. Дай, я дам. Я беру на себя. Дашь ты, я дам тебе еще. Из-за этого второе, это очищение души. У нас, еще раз говорю, у нас эти качества, черные качества, не давать, у себя держать. Не на столе ближайший, а на тысячи. Собираем и не знаем конца. Человек собирает миллион, думает, если у меня был бы миллион, я был бы спокоен. 10 миллионов собрал, 10 миллиардов собрал. Клянусь Аллахом, не скажет все. Не скажет, потому что есть вид Корана, который был и потом убран с Корана. Он называется насих мансух, убранный, приостановленный. Если бы у сына Адама были бы, у сыновей Адама, или у одного не было бы ущелье золота, ущелье, понимаете, миллионы тонн золота, он захотел бы, помечтал бы еще столько же. Столько же. То есть нету конца этой души, нету конца. И мы, если посмотрим вокруг нас, если увидим этих богатых, видим, что они никогда, когда у бедного спросишь, как дела, он сразу скажет, альхамдулилlah. Спроси у богатого, он скажет, бизнес приостановился, деньги уже не ходят, у нас кризис еще продолжается. Всегда о проблемах. У бедного, альхамдулилlah, все нормально. Это очень заметно, это многие даже ученые это говорят. Спроси, как дела, бедный скажет тебе, альхамдулилlah. В то время богатый, мало от него услышишь. Это второй суть и смысл этого заката. Третий, это шукр, это выражение благодарности. Благодарность, то есть человек, если еще раз, это все связано со свидетельством ашхаду алла иляха илляллах. Человек первый, что проявляет вот это свидетельство, включает в себе любовь к Аллаху, которую ты не должен разделить с дунья. То есть человек, который любит деньги больше Аллаха, он не дает закат. Человек, который любит Аллаха больше своих денег, он не разделил эту любовь, он оставил эту любовь к Аллаху, он даст закат. Он будет ждать, даже некоторые говорят, до истечения времени будет отдавать. Почему? Потому что он хочет показать и доказать Аллаху, что он желает достичь его удовольствия больше, чем удовольствие самого. Да. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, когда объясняет, кто должен дать закат, или как, в каком положении, «Ва анта саддака», дай этот закат, «Ва анта сахихун шахих», когда ты молодой, когда ты скупой, когда ты мечтаешь разбогатеть, вот тогда, вот это ты сломал себя. И не жди, пока постарел, уже лег на последние дни своей жизни, и потом начал раскидывать, в то время ты уже не владеешь ничем. То есть человек при смерти не может раздавать ничего, или третью часть максимально. Из-за этого самое великое садака, самое великое дело, которое может человек делать, вот это садака или закат, это когда ты молодой, когда ты скупой, то есть это внутри есть, и ты перешел, одолел себя и ради Аллаха сделал это. И, как мы сказали, третья суть этого заката, это шукр. Это доказать Аллаху Субхану ва Тааля, что ты благодаришь. Благодарность тому, что Аллах дает нам на это тело, скажем, на здоровье, на все, мы поклоняемся и читаем намаз. Ученые вот так разъясняют. А благодарность на то, что Аллах дал тебе вот это имущество, вот это дунья, ты даешь, показываешь, что ты благодарен Аллаху Субхану ва Тааля, выдавая этот закат. Этот закат. Конечно, когда у пророка, саллаллаху алейхи, спросили, есть ли после заката обязанность, он сказал да. То есть закат это обязательно, после заката есть, смотря как ты хочешь приблизиться к Аллаху, возможность заработать награду от Аллаха Субханаху ва Тааля. Это суть, смысл заката. Любовь к Аллаху, доказательство твоей любви, истинности твоих слов и очищение души. И третье, выражение благодарности
за этот благодать Аллаха, который Он дал тебе и на твое тело, и на твой карман. Закат, как мы сказали, всегда связан с намазом. И, как мы сказали, это очень важно. Очень важно. Мы много можем поклоняться. То есть 100 тысяч раз сказал ла иляха илляллах, миллион раз читал ихлас, 200 тысяч раз делал это, утром до вечера сижу. Хорошо. Дальше. Вот это польза тебе. А мы знаем, что польза может умножить на 10 раз. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе говорит, самые любимые люди перед Аллахом или для Аллаха, это полезные из них. Полезные. Самое любимое дело, самые любимые люди, эти полезные из них. Самое любимое дело перед Аллахом, это радость, которую ты приносишь своему брату. И мы много читали это хадисы последние дни даже, что идти, хадис продолжается, идти на помощь своему брату по вере, идти на помощь. Любимее, говорит пророк саллаллаху, для меня, чем сидеть месяц в мечети и поклоняться Аллаху субхану ва тааля. Из-за этого любое дело может быть польза для тебя, но если эта польза выходит и продолжается от тебя, другим это умножается на 2 и дальше несколько раз даже. Аллах субхану ва тааля, когда описывал этих язычников, если они станут мусульманами, или они примут ислам и прочтут намаз и отдадут закат, тогда они ваши братья. То есть Аллах субхану ва тааля связал братство мусульман, если он читает намаз и отдает закат. Вот он брат. Почему? Потому что он верит в Аллаха, он искренен в своих словах, он доказал свою верность. И Аллах субхану ва тааля, когда описал вот, братство этих немусульман, когда они становятся мусульманами, сказал, те, которые читают намаз и отдают закат, они ваши братья. То есть совмещал и сделал их как одно целое. И как мы сказали, это одно из самых после намаза. После намаза самый первоначальный, то есть после шахада, после намаза, который идет следующий. Акиму салат, и читайте, совершайте намаз, ваату закат, и отдавайте закат. Приказы больше 30 раз повторяется в Коране. И те, которые не дают закат, это путь неверных. И мы все знаем, после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда Абу Бакр Сиддик стал правителем, некоторые слабые, эти бедуины, подумали, намаз читать им ничего не стоит, а закат давать не надо. Некоторые у них были своеобразные вот оправдания, а у некоторых не были, кроме как любить это дунья, любить свое я, свои деньги. И Абу Бакр Сиддик решил открыть войну. И Умар ибн Хаттаб ему говорит, а ты что, будешь убивать людей, которые говорят ла иляха илляллах? Абу Бакр отвечает, буду убивать тех, которые говорят ла иляха илляллах, не отдают закат. Потому что хак, право, значение, смысл ла иляха илляллах, это не слово, а это дело. Дело, которое мы должны делать перед Аллахом, это намаз, каждый человек. А дело, которое мы должны делать из-за имущества, это закат. И не позволю разделить между намазом и закатом. Тот, который разделил между намазом, то есть это же приказ, акиму салат, читайте, совершайте намаз, выдавайте закат, стоят рядом. Кто посмел, кто может, кому это разрешается читать намаз и давать закат? Буду их убивать, пока не вернутся в религию Аллаха. То есть считал их, и, конечно, и потом Умар говорит, не прошло много времени, как Аллах открыл мое сердце и узнал, что он прав. С ними воюют, если закат не отдают, с ними мусульманский правитель должен воевать. Если он отрицает, он становится не мусульманином. А если он не дает разными ходами, скажем, разные обходные, то наказание его в дунья. Ахар еще ничего не сказали. Дунья, у него конфискуют половину его богатства. Берут закат и наказывают конфискацией половины его богатства. То есть вопросы заката это вопрос порядка, то есть исламское правление. И как ты намаз читаешь, так и закат отдаешь. Нету у нас делать одно, оставлять второе.
Потому что в Коране четко сказано: «Афату'минуна биба'д аль-китаб». Вы что, берете, уверовали одну часть этой книги, вы берете то, что вам нравится, то, что вам угодно, вот такфуруна биба'д, и оставляете или отворачиваетесь от другого. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب. И в дуня, и в ахре мучительные страдания, муки вам, наказание, великое муки вам и в дуня, и в ахре. То есть нельзя принимать одну часть Корана, сунны, это мне нравится, это у нас принято, а это я не знаю. И, кстати, или, к сожалению, очень много или не знаю, или даже я бы не сказал, не знаю. Знают, но не делают. Считает закат это ущемлением. Там, у одного спросили, закат отдаешь, он такой недовольный, рожей, на второй год он что-то обанкротился и говорит, а сейчас не должны закат шариат давать. То есть думают, что, субханаллах, что это деньги его, как этот Фир'аун и Хаман собрали и сказали, как это в Коране, это я, моя сила, мой разум, ничего у тебя нету. Аллах дает, Аллах лишает у кого что, и имущество, и здоровье, и все. Из-за этого нельзя различать или разделять то, что сказано в Коране. Все приказы должны выполняться, потому что это одна религия. Один комплект нету, вот здесь я взял, второй я не хочу, второй я не выполню. Судный день, наказание судного дня, те, которые не выплатили закат. Дуня, каждый из нас может обойти, обходить, сказать, нету денег, потому что не может правитель мусульман или те, которые ответственны за этот день, не могут копать твой кошелек, твой сундук, ты можешь обойти, да, закат обойти можно, но он кого обошел? Кого он обошел? Судный день, про закат, сделает из твоего заката большую, пророк так описал эту змею, большую, длинную, черную, с большими глазами змею, обернут твое тело и захватит твои челюсти и щеки и скажет, вот я, твои деньги, твое имущество. Аллах превратит это имущество в большую змею. В Коране четко сказано, «Вабашир, валладина якнизуна д'аба валь-фидда», те, которые накапливают, копят и закрывают, прячут. Фабаширхум, обрадуй их большими мучениями, большими страданиями. Фабаширхум би'адабин алим. Что их ждет? Йома тухма, то есть когда в судный день превратят этот капитал в железные, эти плиты железные, и нанесут это на лицо, на лоб, йома тухма, алейм вуджуб, то есть на лица, когда он отвернется от этой раскаленной стали, потом на бок и на спину им нанесут. В других хадисах проведут через грудь, через плечи и подвешут, и будут трясти. Вот твое богатство, которое ты не выдавал. Те, которые не давали закат. Наказания страшные. Наказания страшные. У Абу Тальха, посмотрите, приведем один пример и завершим в этом. У Абу Тальха был большой сад, большой финиковый сад, прямо перед мечетью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда Аллах субхану ва послал эти слова: «Лан таналу л-бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Вы не дойдете или не видать вам благочестие, то есть не достичь вам близость к Аллаху субхану ва, пока вы не будете расходовать то, что вы больше всего любите. Посмотрите на экзамен. Вы не достигнете до этой степени близости к Аллаху, пока вы не будете из расхода. Не сказал, пока вы не будете 10 часов лежать на сужуде. Нет, сужуд лежать каждый из нас может. Истинно не искать. Пока вы не будете израсходовать самая лучшая, самая любимая для вас вещь. Услышал эти слова первый Абу Тальха. А у него много, самый богатый считался, у него очень большой, самый любимый его этот сад, пальмовый, этот финиковый сад, у него перед мечетью пророка. Услышал эти слова, один этих обычных сахаби приходит и говорит: «О пророк, я услышал эти слова, и самое мое любимое имущество, вот этот сад финиковый».
этот сад с этого дня Аллаху и его пророку. Расходуй, куда ты видишь правильно. Сам выбрал самое любимое, самое высшее у него, услышал слово и хотел достичь. Не слова, а деле, до деле. Пошел и говорит, это на пути Аллаха. Возьми и делай все, что ты видишь. Конечно, пророк, саллаллаху алейхи, удивился, сказал, «Азаман рабих». Это большое дело. Но, субханаллах, не сказал, давай, все, это мое. Он сказал, но у тебя есть близкие. С этого хадиса ученые сделали очень интересный вывод. Если ты хочешь дать, дай, начни с близких. Начни с жены даже. Начни с жены, если она нуждается. Потом двоюродного, потом у тебя близкие нуждаются. Делай то, что ты, то есть пророк указал ему. То есть, во-первых, ты выполнил приказ Аллаха. Во-вторых, раздавай это, начиная с этих самых близких, твой двоюродный, троюродный. Он говорит, сделаю, как ты скажешь. Ни слова, а что? Мой сад сейчас у двоюродного брата стоит. Он не сказал, посмотрите, второе испытание. Раздавай своим близким. То есть самое любимое, самое большое это дело отдай своим близким. Отвечает Абу Тальха, говорит, сделаю, как ты прикажешь. Конечно, у нас даже мы не начали этих хадисов, иншаллах, если будет время, мы, как всегда договорились, всегда будем говорить о началах, то есть немножко, остальное оставляем за вами, потому что закат мы даже 2 страницы не взяли, а у нас здесь больше 30 страниц. О закате говорить много, о закате говорить, мы не хотим говорить, мы должны делать. Говорить мы много говорим. Давайте возьмем и примем, и будем следовать за тем, что мы услышали. А если будут вопросы и дальше, если время после асра, иншаллах, продолжим. Акулу каули хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Астагфиру. Хикам тоже у нас мудрости, суть, смысл мы сегодня отдали, как говорится, много этому, но, иншаллах, немножко, скажем, количестве, да. Человек, который владеет, это очень важно. Иншаллах, детали, глубже мы после асра постараемся объяснить, если кому-то будет интересно. От всего, что человек владеет. То есть человек может владеть наличные деньги, бизнес, купля-продажа. То есть то, что приносит ему пользу. И уже принес и лежат деньги, золото, серебро, квартиры, которые он взял, чтобы продать, машины. То есть все, что он намерен или продать, или, как говорится, обменять, то есть он не купил себе это для себя, для личного пользования, все входит в закат. То есть много таких вопросов дают, у меня деньги лежат, например, старые дают такой вопрос, у них там деньги для похорон или. Надо этот закат давать. Если они достигли меру, то есть 85 грамм золота, чистого золота, не изделия, а лом или чистое золото, сегодняшним языком 100 и с чем-то тысяч это будет. Если год пролежали, нету оправданий, они для похороны, они меня. И самый многозадаваемый вопрос тоже долги. Долг, если долг два вида. Есть первый вид, который ты в любое время можешь вернуть свой долг, то есть тому, кому ты это дал, он готов отдать, тогда ты должен этот же долг тоже включить в свою другой капитал. У тебя 100 тысяч здесь, 200 тысяч в долгу, ты отдаешь закат за 300 тысяч, 100, которые у тебя, 200, которые ты можешь в любое время взять. А если долг действительно куда-то пошел, да, оборот, банкрот, что угодно, то есть он не готов, или ты не знаешь, быть может, быть не может, тогда у ученых есть разногласия, но если взять самый легкий, это мнение и с доказательством, конечно, потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда брал из разрешенных самое легкое, то говорят, что если 10 лет у тебя деньги лежали,
или он не отдавал, если потом отдал, то на последний год даешь, а остальные прощают, потому что это могло бы даже и не вернуться тебе ничего. И долги тоже, которые мы сказали, если есть возможность взять, ты отдаешь. Не обязательно, чтобы взять этот долг обратно. Но ты знаешь, в любой момент ты можешь вернуть свой долг. Вот эту сумму тоже включаешь в тот капитал, который у тебя лежит. Все, что куплено, приобретено для личного пользования, хоть 10 квартир, ты так хочешь каждый день жить там и там и там. Закату не подлежат. Большой, там, скажем, завод у тебя. Завод закату не подлежит, а продукция, которая делает, производит, вот это то, что связано с золотом, серебром, и то, что заменяет их. И купля-продажа, бизнес, торговля, все считается золотом и серебром. А домашний скот, сельхозпродукция и то, что растет, и то, что это, иншаллах, если кому-то будет интересно, расскажем подробно. От всего, как мы сказали, если сумма достигла 85 грамм золота, то есть то, что можно купить такое, за эту цену, то дают 2,5%, то есть 40-я часть. После, когда этот капитал у тебя остается целый лунный год, то есть 1 год, если остался. А если в течение года это уменьшилось, меньше 85 граммов, то закат автоматически выключается, то есть не входит. То есть пока у тебя не наберется этот обусловленный, вот этот минимальный капитал. И насчет этих хикам, мудрости или смысл этого заката, Ибн Аль-Каим говорит, закат это то, что открывает сердце мусульманину. То есть многие, как говорится, жалуются, у него, как говорится, иман слабый, у него это закат один из этих видов, который открывает сердце. Почему? Потому что сердце же это приказывает, но он подчеркивает, Ибн Хайм говорит, тот, который дает этот закат чисто от сердца, то есть желая, то есть искренне, то есть он хочет выполнить приказ Аллаха, потом, то есть открывается сердце, прежде чем открывается его кошелек. Вот тогда он почувствует сладость имана. А тот, который вот с трудом, его там знают, и он должен, у него попросили закат вот отдать, и он, тряся руки, вытащил, у него ничего не откроется. Из-за этого мы должны открыть сердце к любому приказу Аллаха, прежде чем открыть, скажем, руки или намаз, или любой поклон. То есть от сердца должно начаться, вот тогда человек поймет суть и смысл заката и другого поклонения. Сабаб духуль джанна – это и признак многих хадисов, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда спрашивал, что вы желаете, они говорят, мы хотим достичь довольства Аллаха, довольства Пророка и войти в рай. Он отвечал, это будет тому, кто язык свой держал за зубами, да, то есть говорил только приятное, только доброе. Тот, который свой язык удерживал от грязного, и давал садака, то есть давал милостыню, давал садака, давал закат, и распространял, или давал салям, и читал ночные намазы, вот, который войдет в рай. То есть один из признаков, что человек войдет в рай, это давать садака, это давать закат. Иншаллах, если будет время, иншаллах, продолжим, не будем задерживать. И Аллаха просим, чтобы Аллах открыл нам наши души, наши сердца праведным истинным знанием, и дал Аллах нам помог, чтобы мы следовали за пророком, знали свою религию и следовали за пророком.